начать путь, допустим, в дизайне? Как мне зарабатывать на этом? В целом у нас есть проект Креативной академии. Мы занимаемся, так скажем, преподавательством для детей с инвалидностью. Потому что это один из интереснейших проектов. Вот 3-й год мы вообще это начали после пандемии. И у нас появилась идея, что как Гауди, да, он был человек с инвалидностью, но создал такие шедевры, да, в Барселоне. И у этих людей больше времени заниматься творчеством, чем у обычных людей, так скажем. Да. И у нас эта идея поперла, и классно. Люди делают обалденные сейчас вещи. И в целом, я тоже всегда напутствие говорю студентам своим. Я говорю, главная идея — это желание поменять реальность. Да просто, жить в нормальном мире, черт возьми, да? То есть с утра проснуться, выглядеть хорошо, чтобы вокруг вывески были красивые, Да. чтобы уровень услуги было хорошо, чтобы были, так скажем, вот эти обычные благи цивилизации, да? Базовые потребности. Базовые потребности, но чтобы это было заупаковано очень красиво, и чтобы люди могли спокойно жить, доживать свою жизнь. Если вопрос, постановка такая, как начать зарабатывать начинающему, то вам нужно как минимум создать портфолио. Да. Почему? Потому Очень что важно. вы можете хотеть много чего, но если у вас нету портфолио, и вы не можете получить заказ, и чтобы за вас заказ оплатили, это нужно кому-то показать, как минимум, что вы можете сделать что-то классное. И по себе могу сказать, что первую работу и проект, когда я искала, я бы, особенно начинающим, рекомендовала бы даже делать какие-то проекты подешевле или пробоно work. Пробоно — это когда ты за бесплатно, например, те же какие-то крутые фестивали можешь задизайнить, еще что-то. То есть, Коллаборации, да, в общем, какие-то? да, коллаборации, чтобы портфолио собрать. И потом уже с готовым портфолио ты такой, когда говоришь, я не знаю, беру за час 25 или 35 баксов, но у меня вот такое крутое портфолио, какие-то компании готовы за это платить, потому что, я сама часто в Codify нанимаю дизайнеров, пока вы не заработали классное резюме, рекомендацию, репутацию, надо как миленький впахивать. Вот когда вы уже заработали свое имя, репутацию, крутое портфолио, да, там можете уже ой, у меня сегодня вдохновения нету, ой, что-то вы мало платите, что-то такое можно позволить. Обязательно искать такие какие-то коллаборационные работы, особенно где вы можете поставить свое имя или логотип, или свой почерк, что вот это делал я. И за вот такое готовы, в принципе, на удаленку платить. Особенно это актуально в странах Центральной Азии, где вы, в принципе, с хорошим доступом в интернет, с мозгами, можете на удаленку зарубежные заказы брать. То есть это не обязательно того, что вот вы привязаны к Бишкеку. У нас, когда курс начинается, сразу же бедные дети начинают спрашивать, дадите сертификат? Я говорю, ваш главный сертификат, это портфолио. Пока человек не пощупает визуально, кто вы, что вы, зачем, чего вы стоите, это сертификат, хоть 10 штук, показывайте. В любом случае, дизайн сертификата мы делали. Да. Так что, да, поэтому портфолио, да, это очень важная вещь. Да. Мне кажется, сейчас даже и к талантам вообще даже, допустим, к прямым, да, каким-то вещам, Да. hard skills, мне кажется, сейчас soft skills, это общение, коммуникация играет очень такую большую роль. Мне кажется, во всех почти профессиях, которые связаны. Да, у художников есть такое выражение, как подашь, так и схавают. То есть Да. я просто сам, заканчивал архитектуру, и плюс и графика, живопись и так далее. Много лет учился, поэтому художники номер один. Это, везде, ко всем относится. А где учился? Я славянский. Фадис. Фадис, да. Сочувствую, братан. Но я был первым, одним из первых потоков. Вот, очень крутой вуз. Именно тогда был. Самые топовые художники, скульпторы нашей всей страны там сфокусировалось. В принципе, у нас творческий бомонд очень хороший был тогда. Да, на тот момент. На тот момент. Сейчас не знаю, как это все обстоит. Меня тоже приглашают преподавать где-нибудь что-нибудь, но все это так себе. Ты же тоже в одно время преподавал, да? Да, понимаете, как сказать, в древнее время существовало такое понятие, как зодчество. То есть был учитель и был ученик. И ты должен был превзойти своего
учителя. Не знаю, даже творчество — это такая тонкая материя, которую, не всегда ты можешь в университете, да. Наверное, по крайней мере, мне помогло вот это саморазвитие. То есть, когда я учился, даже интернета не было. Помните, был dial-up? Да. Надо было через телефон подключаться, 10 часов. Получать просто информацию. Да, но вот тогда сила интернета, я впервые в жизни, я сам в Аиле вырос, да, и когда увидел, что, оказывается, есть возможность познать всю планету, да, через просто телефонный провод какой-то дешевый там. Я офигел просто, да. А кто-то в этот момент смотрел порнуху, допустим, да. Тут по этой причине вот это внутренний творческий голод, наверное, сами, да, понимаете, что это, главное движение. Если вот среди студентов такие ребята появляются, это самородки, конечно, и с ними работать очень круто. Часто вообще самородки? Я тебе могу точно сказать, кыргызские, в нашем регионе творческих людей очень много. Вот я же говорил, как раз Нурхазы говорил, мы занимаемся сублимацией, да, то есть... Кстати. Мы созданы, то есть, как воины на этой планете. А потом мы должны теперь в современном мире как-то существовать, и это творчество очень классно залетает. Это один из, наверное, показателей Курултая тоже. Да. Как ни смотри, такие классные артисты, певцы, рэперы, ты удивляешься, как это 6-миллионная страна производит такое количество крутейших реально, причем там такие идейные, да, ребята? 1% таланта, 99% это hard work. И поэтому у меня, есть там знакомые, коллеги, которые... Чуть ближе к микрофону, да, пожалуйста. прям гениальные своего рода. Они могут создавать там нереально сложные системы, проекты, продукты. Но в то же время я заметила, что выдерживают темп. Не так, что зашел, выстрелил один проект, одну компанию, один раз что-то сделал, а вот могут годами выдерживать вот этот темп, могут только именно те ребята, которые дисциплинированы. Я, к сожалению, я знаю, что я сейчас сижу в креативном месте, и нельзя говорить, что талант — это только 1%, все остальное — это только тяжелая работа. Но я сторонник того, что сейчас же вот это популярное же есть, выгорел, устал, потом не в потоке, не в балансе, еще в какой-то хренотени. И я не такая... в моменте. Да, не в моменте. Я такая думаю, боже мой, когда вам будет нечего кушать, вы будете впахивать как миленькие. Да. И поэтому я, наверное, больше такой человек, что я работаю 24/7, 7 дней в неделю, 365 дней в году. За эти 10 лет в IT-сфере у меня не было ни разу ни выгорания, ни в потоке, ни в моменте, потому что я всегда знаю, зачем я это делаю. И за эти 10 лет я видела очень талантливых программистов, дизайнеров, IT-специалистов, архитекторов, крутых ребят, я сейчас говорю про айтишных именно. И удержались единицы удержались и выдержали темп, и до сих пор творят и делают крутые проекты только те, у кого была вот эта дисциплина четкая. Я впахиваю каждый день. Без разницы, что я чувствую и что я делаю. И 2 — это люди, которые стремились к чему-то, то есть у кого есть какая-то большая цель. Если человек физически не состоялся, то качество ума очень сильно снизится. То есть у меня такое вот видение. Представляешь, его график дневной и сравни наш график дневной. Всего у меня в один день я мы уже побежим. все, я выкладываюсь максимум 4 часа в день, и меня уже все не хватает, в плане... На самом деле, да, это интенсивность ума, да, так скажем, интенсивность, эффективность у всех людей разная, поэтому... У вас, видимо, более-менее схоже, да? Я просто так считаю, что, в принципе, если жить интересно, если нравится то, что ты делаешь, то и силы всегда найдутся. Я тоже не верю вот в эти выгорания, перегорания. Мне кажется, депрессия — это какая-то хрень, да, придумка людей каких-то современных психологов, чтобы мы им бабки башляли. Чтобы оправдать, да? Чтобы оправдать свою линию. Мне кажется, просто человек либо ленивый, что, в принципе, неплохо. Почему бы нет? Человек ленивый, и пофиг. Куча рок-музыкантов, да, либо художников, которые за свою жизнь один гениальный трек написали, но ты кайфуешь. Да.
Да, не сделали 10 альбомов, Грэмми не получили, но просто один трек какой-нибудь там. Ну, давайте Нирвану возьмем, допустим. Да. Блин, ну, пофиг, как бы крутой чувак. Опять-таки здесь статика не прощается в любом случае. Даже если у Нирваны выстрелил только один трек, но они всегда писали. Да, То да, есть, да. Любое творчество, любая деятельность никогда не прощает статики. Да. Я лично считаю, что творческий человек, он всегда деятельный. Поэтому, мне кажется, это нормально увидеть художника, который там поет, либо рисует, либо там, не знаю, готовит что-то. Вот этот жесть, этот Джаред Лето. Он и снимается, и пишет. Он бешеный. Да, и потом что-то, он, по-моему, винный бизнес, да? Вот, он там, бизнес. Короче, у него времени хватает там винограды выращивать. А можно добавить, что он еще охрененно выглядит? До сих пор причем. Молодец. Сколько, полтинник, да, ему кажется? Мне кажется, это просто по той причине, что он, опять же, физические кондиции. То есть, если у тебя нет комфорта со своим телом, то у тебя с умом точно не будет комфорта. Связь тела с разумом, да? Да, я это вот замечал. Я вот в жизни пережил момент, когда я там лишний вес набрал, у меня проблемы со здоровьем было, у меня качество работы тоже упало, я не хотел ничем заниматься. Ощутимо, да? Ощутимо, да, сразу же. То есть ты не просто дизайнер или творческий человек, ты по отношению к себе тоже дизайнер. Вот это очень важно. Офигенно. Да, если ты по отношению к себе, да, вот как кинематограф видишь картинку, то, соответственно, ты и создашь хорошую картинку. Если ты изначально у тебя нет эстетического отношения к себе, соответственно, у тебя и не будет эстетического отношения вообще ни к чему. Ко всему, в принципе. Ко всему, в принципе. Все, теперь можно IT не изучать, не идти в IT, уже все, айтишники не нужны, там нас AI заменит и так далее. Давайте начнем такой моментка этого развеяния мифов. Первое. Искусственный интеллект настоящий еще не создан. Почему? Потому что искусственный интеллект считается и интеллектом, когда он осознает себя интеллектом. Есть AI и AGI, но я имею в виду из того, что вот из кейса. Пока же у нас AI просто. Да. И из существующих инструментов, в принципе, мне кажется, уже многие рутинные задачи, вот тот же ChatGPT, Midjourney, вот эти штуки, они классно справляются. Причем мы сделали такой челлендж в группе компании Codify. За 2 недели внедрить инструменты искусственного интеллекта. Повторюсь, здесь готовые инструменты искусственного интеллекта в Codify во все бизнес-процессы, начиная от упала заявка, обработать заявку к клиента, заканчивая там, генерацией контента, видео, визуала. Вот эти наши даже ботики сейчас они начали, даже наши motion дизайнеры его используют, потом наши видеографы его используют. Я уже молчу про то, что там все наши сейчас презентажки делаются на ускоренном режиме через AI-ки. Там буквально 2 Да, там код пишется, такой самый простой, базовый. И что самое прикольное, что да, она ускоряет. Мы за 2 недели внедрили где-то 6 или 7 такой именно пакет инструментов, которые прям суперски залетели во всю группу компаний, причем во все бизнес-процессы. И другой момент, что да, сейчас нам не нужны низкоквалифицированные там, начинающие разработчики или дизайнеры, или SMM, или контент, или еще кто-то. Почему? Потому что, в принципе, действующим специалистам уже руки не нужны. В принципе, ускорение можно получить за счет различных инструментов. И здесь такой момент есть, что все равно это могут не все использовать. То есть ровно так же, как и не все умеют гуглить, не все умеют правильно сформулировать и задать вопрос Гуглу, так и не все умеют, оказывается, задать правильный запрос инструментом. И я это увидела прям на своей команде. И потом я поняла, что именно креативные IT внедрили AI easy-peasy. То есть быстро достаточно. А люди, которые не могут даже сформулировать свой вопрос или проблему, или задачу, они не могут внедрить, потому что, максимум, что они делают, там, генерируют какие-то визуалы, там, типа, Манас, там, типа, там, типа, Кыргызы, там, области, все такое. Я такая, да. Я поддерживаю ту идею, что если в IT это тоже инструмент, то в дизайне тоже это инструмент. Самый банальный причем. Точно такой же, как Photoshop или Corel или какой-нибудь редактор. То есть это не замена человеческого мозга. Почему? Потому что
этот так называемый искусственный интеллект, он все равно генерирует ту кучу, которую создали люди. Да. Это очень важная вещь, причем не просто люди, а может быть даже какие-то художники, и может быть даже их работы были защищены ЮНЕСКО и так далее. Уже, кстати, около 10 сейчас очень громких дел обсуждаются, когда рандомно был выбран сюжет, художественный сюжет там какого-то классика, и просто был перекрашен, переделан. То есть, по сути, искусственный интеллект чем занимается? Просто рандомайзинг каких-то образов. А он откуда-то берет? Конечно же, из интернета. Чат GPT, типа, написал сценарий. Ну, боже мой, кто в кино замешан, он и так знает, что всего существует 64 сценариев. Если ты 65-й, напишешь, ты получишь Нобелевку. Ты гений. Ты гений, как бы.